Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана наша Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. Збираемся сегодня в святыне во урочистость беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії. Хоч може сьогодні і холодно усім, але Бог в этой урочистости показывает, насколько любит кожного з нас. Так одарил Найсвятейшую Панну Марию, что стала Богородицей от самого початку. І так само нас адорує любов'ю, даючи нам різні дари. Нехай у кожного в серці появиться вдячність за усе те, що має. А в этой святую мшу оферую за усіх парафіян, просячи для кожного з нас Божого благословення, ласки, здоров'я и опеки Найсвятейшей Панны Марии. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы вот могли скласти в эту Найсвятейшую оферу. Споведайся Богу Всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вины, думкою, словом, учинком и затеканием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую за всюду Панну Марию, усіх анголов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Смилуйся над нами.
близу покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деляя ликой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки вяриш на себе грехи и силу, смилуйся над нами, яки вяриш на себе грехи и силу, прими моление нашее, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвален, Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Отче, Ты просвязанное зачатие Наисвятейшей Панны Марии подрихтовал водное место пребывания для Своего Сына, а будучи заслуги смерти Христа, заковал її от усякого греху. Дякуючи її заступництву, дозволи нам прийти до Тебе з чистим серцем, през Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живий владарить у єдності Духа Святого, Бог през усі веки вечные. Аминь. Ожидание службы. Когда же Адам съел с древа, покликал Пан Бог Адама и сказал ему: где ты? Он отказал: я почув голос твой в рай, и спалохался, бо голый я, и сховался. Сказал Бог: кто сказал тебе, что ты голый? Может, ел ты с древа, с якого я забранил тебе есть? Адам сказал: женщина, якую ты дал мне, она дала мне, и ел я. И сказал Пан Бог женщине: чему ты это зробила? И она сказала: змей подманул меня, и ела я. И сказал Пан Бог змею: за то, что ты зробил это, ты проклятый помежду всеми живелами, помежду всеми зверами полевыми. На животе своем ползать будешь, и пыл будешь вести против все дни життя своего. Установлю ворожить помеж тобою и помеж женщинами, и помеж потомством твоим, и помеж ее потомством. И оно сотре тебе голову, а ты сотрешь его пяту. И назвал Адам жонку свою Евой, военно матью всех живых. Это Слово Божие. Спевайте Пану новую песню, мою учению суды. Спевайте Пану новую песню, мою учению суды. Спевайте Пану новую песню, мою ученицу ты, я буду моя укротиться, и я у святое пляшу. Спевайте новую песню,
Показал под свое спавление, и разложил народам, объявив свою справедливость, вспомнив про свою верность и милосердность для дома Израиля. Спевайте Богу песню, моя души служит. Уложили все мишися мри, спомнение Бога нашего. Воскликайте Богу вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Спевайте Богу песню, моя души суды. Читание послания святого апостола Павла для Ефесцев. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и безоганными перед им у любови. И Он предвизначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания Своей воли, деле хвалы Своей прославленной ласки, якую Он одарил нас во умиловании. По им мы стали удельниками, будучи предвизначенными отповедно задуме того, кто изъясняет усё поводле намеру Своей воли, как мы, якие ранее сподевались на Христа, были на похвалу Ягоной славы. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Благословенная ты, женщина, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Бог послав аньола Гавриїля у город Галілейський, який називався Назарет, до діви, зарученої з мужем по імені Юзеф, з дому Давида, а ім'я Девы Мария. Аньол, войшовши до ей, сказал: «Витай, полная ласки, Пан с тобою». И она ж збентежилась от слов ягоных и разважала, что это за привитание. И сказал ей аньол: «Не бойся, Мария, бо знайшла ты ласку у Пана, и вось зачнешь во лоне своим, и народишь сына, и даси ему имя Иисус. И он будет великим, и будет назван сыном Наивышейшего, и даст ему Пан Бог трон Давида, батьки ягоного, и володарить будет над домом Якуба вечно, и володарству его не будет конца». А Мария сказала аньолу: «Як станется это, коли я мужа не ведаю». Аньол сказал ей у отказ: «Дух Святый сидя на тебе, и моц Наивышейшего охинет тебе. Тому и народженное святое будет названо Сыном Божиим. Вось и Эльжбета, своячка твоя, и она зачала сына у старости своей. И есть уже он на 6 месяце таем,
якую називали безплодною, бо для Бога нема нічого немагчимого. Тоді Марія сказала: «Ось я, слуга Пана, нехай не станеться паводле Твоего слова». І одійшов від її анёл. Гэта слово Пана. Мои дорогие, такое питание на самый початок. Сегодня такое первое читание вельми пригожее. Ну, хоть у истории избавления оно вельми так хлопотов наробило. Кто хоть раз играл в прятки? Усе. Я так само играл, тебе трошку тяжко знайти место, где сховаться. А то все видно. Як не голову, то дверь закрывается. Поэтому и сегодня в Евангелии, у первом читании, маем гэты момент, когда Адам ховается. И ховается от Пана Бога. Пробує на всякий спосіб, але не вдається. Бо, як ми ведаємо з катехізму Костьола католицького, Бог є усюди і тяжко від його сховатися. Але чому гэты Адам ховається? Ну, бо трошку утворив, як попросту зробив гэты грех першородний, скаштаваў гэты яблык, гэты плод, дакладно у Святым Пісанні написано плод, і цяпер хаваецца ад Бога, бо баіцца. Але ў сённяшняй Евангеліі маем інны доказ таго, што попросту ёсць Найсвяцейшая Панна Марія, якая не баіцца, але чакае на гэтую спаўненне волі Божай. Найсвяцейшая Панна Марія, да якой прыходзіць анёл Габрыэль, які прыходзіць абвясціць ёй вялікую справу, якая адбудзецца ў яе жыцці. Яна знаходзіцца ў сваім доме, і анёл спакойна прыходзіць і гаворыць гэтыя прыгожыя словы, якія мы штодня паўтараем. «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою. Не бойся, Марія, бо знайшла ты ласку у Пана». І, напэўна, Бог у нашым жыцці таксама штодня да нас прамаўляе. І наш адказ можа быць розным. Можам хавацца, як Адам, можам уцякаць ад Бога, можа, не будзем хацець нават прынимаць тое, чаго Ён ад нас хоча. Але маем сёння Марыю, гэты прыгожы прыклад, як сапраўды маем верна выконваць гэтую волю Божию. Сёння адзначаем вялікую урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта урачыстасць паказвае, наколькі Найсвяцейшая Панна Марыя была выбрана праз Бога, наколькі яе Бог любіў, што ад самага зачацця яна была пазбаўлена усялякай змазы граху, беззаганна зачатая. Не мы, калі нараджаемся, то патрабуем ласкі асаблівай, гэтага хросту, асаблівага мыцця, які змывае гэты грэх першародны. Найсвяцейшая Панна Марія гэтага не патрабавала. І поэтому атрымоўваем гэты вялікі скарб на святым хросце, таксама быцця дзецьмі Божымі. І адно трэба сябе спытаць, чи я сапраўды верна папросту крочу за Богом, і чи я сапраўды сваім жыццём паказваю, што я сапраўды дзіцё Божае. І няхай кожны момант нашага жыцця, кожная хвіліна сапраўды вядзе да Пана Бога. Каб мы не баяліся Яго, бо чалавек, які не мае на сумленні нічога, папросту не павінен баяцца Бога. Калі верна выконвае ўсё, што да яго належыць, то нічога не мусіць баяцца. Колькі разоў Пан Бог навучае нас праз гэтыя прыклады верных слуг. Мы таксама верныя слугі, якія верна крочым да святасці. І няхай Найсвяцейшая Панна Марыя будзе для нас сапраўды асаблівым святлом, асаблівым прыкладам гэтай святасці і гэтага штодзённага згаджання з воляй Божай.
І нехай кожен з нас щодня повторяє за найсвятейшою Панною Марією: «Вось я, слуга Пана, нехай мені станеться поводлен Твоего слова». Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усякого важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, не Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный от сама за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придет в рай, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Верю в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв глас пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и читаю воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Про заступництво Христової Матері, якою Бог одарив особливою привілеєю і заховав від усякої загани першородного греху, молимся о потребних ласках для всього Костьолу і світу. Молимся за увесь Костьол, как Он заховал свою беззаганность с Христовой обранницы. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за святоров, как они обучали у людских сердцах любовь до Христа и Его беззаганной Мати. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за тих, хто ділі Христа живе у целібаті, как их життя було дійсним знаком Божого владарства. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за детей и молодь, как Мария оховывала их души от уплывов деморализации и безверия. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за тяжарных женщин, как они отримали належную опеку и сподівалися на Божию допомогу. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут присутних, как мы през навертання серця и покаяння имкнулись до поєднання с Христом. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Усемогутный вечный Боже, Ты заховал Мати Своего Сына от загадных грехов. Выслухай наши молитвы и учини, как мы не привязывались до земных добротов и могли завсёды жить у Твоей ласці. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Мати Христова, мы Тебе просим, мы Тебе просим, полная ласки, веры в Тебе, пошли нам Сына, святой коммунии, обет Иисуса, скажи, Мария, наша Мати, о Мария, благодать всю земли. Ай, Мария, нас моли беззаконить, своим детям ты надею душу.
Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу віру прийняв Бог і Отець Усемогутній. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своего, а само на користь нам і всьому Христу Святому. Усемогутний Боже, прийми славенную вяру, якою ми тобі складаємо у день урочистості, беззаганного зачаття на святейшей Панны Марії. Ми віримо, що Твоєю ласкою, якая все попереджує, Ти заковав її до всякого греху, і просим Тебе про її заступництво, визволи нас от усіх пронинок, праз Христа Пана нашого. Пан з вами, З Духом Твоїм, говору серце. зносимо Пана. Подякуем вам Богу нашему. Праведна і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемогутны Вечны Божа. Ты захаваў найсвяцейшую Панну Марыю ад заганы першароднага граху і напоўніў яе ласкаю, каб учыніць яе годнаю маці для Твайго Сына, пачаткам і вобразам Касцёла. Яго беззаганнай абранніцы, якая зяе незвычайным хараством. Марыя, найчысцейшая Панна, дала свету Сына, нявіннае ягно, якое знішчыла нашыя грахі. Выбраная сярод іншых, яна выпрошвае ласку для Твайго народа і з'яўляецца для яго ўзорам святасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, разом з імі ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, повний хвали Твоєї, осада на вершинах, благословенный той, хто приходить у ім'я Пана, осада на вершинах. Сапраўды Божа, Ти святий, криниця усякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, как и они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і еште з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім учням, кажучы: «Берите і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаю сердцем Твоему, признаем Твое воскресение и желаем Твоего преступления. Вспоминаючи смерть і смерть повстання Твоего Сина, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою
і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які опоснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Євранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Тобі, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, пораз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спасал нам Избавителя, Своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злого. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя Збавца нашего, Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкав згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами, поранку Божий, який грешна сяди, храни світу. Смилуйся над нами, поранку Божий, який грешна сяди, храни світу. Одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословенное, покликанное на вечеру его. Пане, я не могу, как ты вошел до меня, а лишь скажи только слово, и будет здоровья душа моя.
Молимся. Panie nasz Boże, niechaj przyjęty nami sakrament za gonicę nas rany, naniesionej pierwszorodnym grachu, a w jakogo Ty zachował Najświętejszą Pannu Maryję, przez łasku bezzagadnego zaczęcia, przez Chrysta Pana naszego. Przyjmijcie Boże błogosławienie. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niechaj błogosławić Was Bóg Всемогутный, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniołe Michale, wierszy nas u zmagań, bądź nam pochwalony, super Spakusa i Pasta Słowa Ducha, pokój nam prosi, niechaj go zniszczyć Pan Bóg, a Ty, Kniaziu wojska niebiesna, mogutnością Bożej, skinu piekła szatana i niszczy złych duchów, jakie nas Bogu dusz swoich spasujecie. Amen.
Змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий несмиренный, змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий несмиренный, змилуйся над нами. От пожару горькой заразы храни нас, Боже, от раптовной и неспасенной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Бога просим, выслухай